Сегодня четверг, и, как обычно, в прямом эфире городского телевидения программа «Крупным планом». И я, ее ведущая, Лиана Кириллова. Здравствуйте. На улице ветрено и холодно, но у нас в студии тепло и уютно. И сегодня в такой обстановке мы хотим поговорить о детях, которые остались без родительского внимания. Гость нашей студии – начальник отдела по опеке и попечительству администрации городского округа Ирина Михайловна Сидоренкова. Здравствуйте, Ирина Михайловна. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире по телефону в студии 5 14 94 5 14 95. Вы можете задавать свои вопросы, мы на них обязательно ответим. Ирина Михайловна, для начала расскажите, пожалуйста, чем вообще занимаются органы опеки и попечительства, какие вопросы курируют, потому что большинство людей наверняка не знают, потому как редко с этим сталкиваются. Органы опеки и попечительства были организованы сразу после революции, еще в прошлом веке, и занимались устройством, выявлением детей-сирот и устройством их в государственные учреждения и в замещающие семьи. Основная задача органов опеки и попечительства – это выявление, чтобы дети не остались у нас без родительского попечения, защита их имущественных, законных прав, устройство в семье, и контроль за семьями, которые мы осуществляем. Мы представляем интересы несовершеннолетних детей в судебных органах, в органах правоохранительных, защищаем права детей, которые остались без попечения родителей в случае, если у них нет законных представителей. Это наше основное направление в работе. Я думаю, по всем этим направлениям мы чуть позже еще более подробно остановимся. А на сегодняшний день сколько ребят стоят на учете в отделе по опеке и попечительству? И на начало этого года, на месяц март, уже сколько выявлено? На начало 2017 года на учете у нас состоит 194 ребенка. Это дети, которые устроены и проживают в замещающих семьях. В семьях опекунов, попечителей, приемных родителей. Кроме этого, у нас еще есть семьи усыновителей, которые берут семьи ребенка на правах уже своего родного. У нас 63 ребенка, которые усыновлены. В 2017 году в первом квартале было выявлено и устроено в семьи 6 детей. 4 ребенка переданы под опеку и 2 отказных новорожденных. Все они устроены в семьи, и в детские дома мы никого не передаем. Это замечательно, что ребенок сразу практически находит семью вашими усилиями. А как вы вообще считаете, Ирина Михайловна, почему дети при живых родителях остаются сиротами? На ваш взгляд, что на это влияет? К сожалению, экономическая ситуация, сложная экономическая ситуация в нашем государстве, которая пошла с 90-х годов 20 века, она продолжает длиться. И этот промежуток времени показал у нас, что государство упустило этот момент, когда дети остаются без попечения родителей. Причины – отсутствие жилья, безработица, злоупотребление алкоголем, потом у нас пошла наркомания. Или другая ситуация, когда при живых родителях те родители, которые не могут устроиться на территории своего города, поселка, они уезжают на заработки в другие города, оставляют детей на попечение своих бабушек и дедушек. В таких случаях, если родители не возвращаются и не опекают своих детей дальше, бабушки и дедушки обращаются в органы опеки и уже оформляют опеку над детьми в дальнейшем с лишением родительских прав. Тех родителей, которые самоустранились и длительный период времени не занимаются воспитанием детей. Вы сказали, что одна из задач органов опеки – это выявление семей, в которых дети находятся без присмотра. Каким образом? Сигналы поступают или как-то сами мониторите? У нас в администрации создана межведомственная комиссия, которая уже длительный период времени, длительные годы работает. Комиссия по делам несовершеннолетних, в состав входит и здравоохранение, и полиция, ОДН, отдел опеки, попечительства, комплексный центр. То есть все эти системы профилактики, которые фактически на своем уровне курируют тот отрезок работы, за который они отвечают. Бывает так, что звонят соседи. У нас там жильцы очень буянят, дети плачут. Здесь же организуется срочный выезд, проверяем. Если выезжает полиция и видит, что есть необходимость изъятия ребенка, если есть угроза жизни ребенку, если он очень маленький, если он голодный, если у него признаки какого-либо уже заболевания, и, соответственно, вызывают уже другие службы профилактики, изымаем ребенка
И на тот период, пока родители приходят в себя, мы им даем определенный промежуток времени до рассмотрения на комиссии, ребенка помещаем в госучреждение в городе Сибай. Это у нас с 3 лет социальный приют, а от рождения до 3 лет это соматическое отделение нашей горбольницы. А часто вообще приходится навещать неблагополучные семьи, и удается ли образумить родителей? Семьи навещаем регулярно. Во всех праздниках, во все каникулярное время, вечернее время, значит, создается, опять же, комиссия в составе представителей всех профилактических служб, объезжают семьи, которые нуждаются в постоянном контроле. Ну и получается у нас, что значит, часть семей, которые мы обследуем регулярно, они уже знают, уже начинают вести себя более-менее нормально. А та часть приезжих граждан, которые приезжают к нам с районов, мы их не можем сразу выявить, потому что они без прописки, без регистрации живут, но поступает жалоба от соседей, мы уже начинаем работать с ними. И также изымаем детей, но уже потом передаем органам опеки того района, откуда они прибыли. Такая у нас картина, к сожалению, в городе есть. Миграция населения есть, и дети из других районов, вот, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, у нас тоже есть. Но ваш отдел еще занимается и лишением родительских прав, да, вот чаще всего, наверное, это происходит в неблагополучных семьях. В каких случаях происходит лишение? Лишение родительских прав – это крайняя мера. Есть майские указы президента Владимира Владимировича Путина о профилактической работе, о том, вот, о чем я ранее уже сказала. Цель этих, значит, документов, указов президента – это сохранение родной семьи для ребенка. Это цель, чтобы ребенок не воспитывался в госучреждении, а воспитывался в родной семье. Для этого проводим большую профилактическую работу в любом направлении, в котором нуждается данная семья. Помощь родителям. Если нужно, значит, трудоустройство, привлекаем центры занятости населения. Если нужно лечение, может быть, от алкоголизма или другое направление, значит, больницы у нас всегда в составе комиссии есть и тоже оказываем помощь. Здесь самое главное, чтобы человек сам захотел, и в этом случае ему тогда помощь любая будет оказана, и будет положительный результат. А если оказывается помощь человеку, который не хочет ее принимать, не хочет исправляться, не хочет менять свой образ жизни, его устраивает вот эта вот ситуация хронического похмелья, то в данном случае вся наша работа сводится, как говорится, к нулю, и мы готовый уже материал о проделанной работе, о тех заседаниях комиссии, когда его привлекали и наказывали таких граждан, передается в суд на рассмотрение суда на лишение родительских прав. По телевизору периодически показывают случаи, да, когда там, я не знаю, молодые девушки там рожают ребенка, да, оставляют где-то там, бывает и в туалете, бывает где-то на свалке, где-то в лесу на пригорке, да, и бросают. Потом уже посторонние люди находят и соответствующие службы передают. Вот в Сибае подобные случаи бывают? Ну, за мою практику лет 12 назад, 10-12 назад был такой случай, когда сзади, за ограждением школы номер 8, где есть гаражи брошенные, был обнаружен новорожденный ребенок. Ребенка случайные граждане выявили, сообщили в больницу, в полицию, соответственно, провели его медицинское обследование, он был абсолютно здоровым ребенком, он не успел замерзнуть, он просто плакал. И проходящая мимо девочка подумала, что котенок плачет. Когда подошла, увидела, что это был ребенок, конечно, она позвала уже взрослых. Ребенок был здоров абсолютно. Стали проводить расследование. Выявилось, что это женщина с Баймакского района, которую с рождением второго ребенка без мужа родители заявили, чтобы она не приходила домой. Достаточно того, что они уже воспитывали ее старших детей. Вот, она приехала в город Сибай, хотя она не жила здесь, и шла с вечернего поезда с вокзала из Магнитогорска. Она там родила этого ребенка. И по пути к родственникам вот оставила его около гаражей сзади 8-й школы. Ребенок обследовали, провели, как говорится, подготовительную работу и передали его в семью. Это был единственный случай на территории нашего города.
Ну, дай бог, чтобы таких случаев больше у нас и не было. Ирина Михайловна, у нас начали поступать вопросы от телезрителей. Я напомню, мы работаем в прямом эфире по телефону 5 14 94, 5 14 95. Вы можете задать свои вопросы. Гость нашей студии, начальник отдела по опеке и попечительству Ирина Михайловна Сидоренкова. Телезритель Новикова Галина интересуется. Сын растет у отца с 2 месяцев. Мать пьет. Просим помочь лишить родительских прав. Необходимо отцу ребенка подойти к нам в отдел опеки. Проконсультируем, поможем подготовить документы, как сформировать дело, подготовим иск при необходимости, какие документы собрать, как говорится, подключим. Если это школа, значит школу, если это детский сад, значит руководство детского сада. И поможем обратиться в суд. Такие случаи у нас в Сибае есть достаточно, когда один из родителей лишает родительских прав второго родителя. Это случаев достаточно. Но, правда, основная масса – это те, которые мужчина уклоняется от выполнения своих родительских обязанностей и не желает выплачивать алименты. Женщин, как правило, мужчины мало лишают. Да. Но такие случаи тоже есть. Но в любом случае подойти к вам в отдел и там уже более подробно все узнать. Панина Татьяна интересуется по Чайковского, 29, квартира 2, желание благополучной семья с 5 детьми. Хотелось бы узнать, где сейчас дети, их судьбу давно не было видно. Ну, к сожалению, не сказали фамилию детей. Если это съемная квартира была, Чайковского, 29, что-то и адрес такой не знаю, где это 29 у нас? Это, наверное, не 29. Тоже затруднюсь ответить. 28, знаю, 29. Но четная сторона. Поэтому я предполагаю, о какой семье идет речь. Женщина снимала жилье, она фактически сожительствовала с другим мужчиной и приехала к нам из другого района. Но контролируем эту семью, держим под контролем. На сегодняшний день пока никаких замечаний нет. Ну, а проживают также в городе, да, получается? Да, на территории города. Еще один вопрос у нас поступил до эфира. Азат Нурфаизович интересуется. 20 декабря 2016 года было вынесено решение о выписке из муниципальной квартиры. Получается, они жили на муниципальной квартире, потом приобрели собственное жилье, и поэтому было вынесено решение о выписке их из муниципальной квартиры. Есть ребенок, 5-летний, девочка. Получается, хотят выписать, но прописаться в собственной квартире они пока не могут, потому что квартира находится в банке под залогом. И вот как? Они подали сейчас апелляцию, вот хотят тоже поинтересоваться вашим мнением, можно ли здесь что-то сделать. Насколько я поняла, у ребенка есть законный представитель, это родители. На суде они обязаны присутствовать и защищать интересы своих детей. По данному делу я могу пояснить, что семья получила по договору социального найма жилье из администрации города, зарегистрировались там, но фактически не проживали. Когда приобрели уже свое жилье, они проживали в своей приобретенной ими квартире по ипотеке, а государственная квартира, в ней проживали другие люди. Поэтому, поскольку первая указанная семья, вот, которую позвонили, они не проживали и не пользовались данным жилым помещением, статья 90-91 Жилищного кодекса гласит, что если человек не нуждается, не пользуется данным жилым помещением, длительный период времени не проживает, не проводит капитальный ремонт, не оплачивает счета и так далее, коммунальные услуги, данного гражданина выселяют и выписывают с данной жилой площади. Поскольку это муниципальное жилье, жилье передается другой семье, нуждающейся, которая не имеет другого жилья. Поэтому оставить ребенка одного в указанной квартире без родителей, конечно, нельзя. Есть постановление правительства Российской Федерации о регистрации граждан, где указано, что дети должны быть зарегистрированы по месту жительства своих родителей или одного из родителей. Поэтому оставлять ребенка без родителей в муниципальной квартире, соответственно, это противозаконно. Ну, а здесь в данном случае-то получается, что и родители пока без прописки останутся. Но они должны решать самостоятельно эту проблему. Они взрослые люди. Регистрация сейчас это не такой основополагающий факт, допустим, для каких-либо оформлений и так далее. Можно и у родственников прописаться на тот период, пока не выплачивают ипотеку, близких, бабушек, дедушек и так далее. Но в данном случае дело рассматривалось в суде. Я считаю, что решение было принято законным образом. Ирина Михайловна, вообще не все люди знают, чем отличаются понятия опека и попечительства, да, и между тем различия существуют. Вот разъясните, пожалуйста, в чем
различия? Семейный кодекс Российской Федерации, статья 145, опека попечительства. Опека оформляется над несовершеннолетними детьми, малолетними детьми в возрасте от рождения до 14 лет. Это опека. С 14 до 18 лет переходит автоматически, это попечительство. Почему? Разница в чем? Достигнув возраста 14 лет, несовершеннолетний получает паспорт, и у него возникает право при получении паспорта уже самому самостоятельно выступать. Он может, я имею в виду выступать, защищая свои интересы. Он может уже обращаться в суд при поддержке законного представителя. Он может уже самостоятельно снимать деньги, если они у него на счету есть, также в присутствии законного представителя. Вот в этом разница. До совершеннолетия, значит, он в любом случае в присутствии законного представителя будет это все делать под контролем, и если деньги лежат у него на счету, то это только с разрешения органа опеки. Мы тоже этот вопрос контролируем. Также опека осуществляется над недееспособными гражданами, которые вследствие психического расстройства здоровья по решению суда были признаны недееспособными. Наш отдел также занимается оформлением опеки над гражданами, которые являются недееспособными. Вот это опека над несовершеннолетними детьми и над недееспособными. Ирина Михайловна, сейчас хотелось бы более подробно остановиться на деятельности социального приюта для детей и подростков, который действует на территории нашего города. Сегодня наши корреспонденты побывали в этом учреждении, и пока вашему вниманию мы предлагаем посмотреть сюжет. Есть в нашем городе особенный дом, в стенах которого никогда не стихают детские голоса. На первый взгляд обычный детсад или школа, однако окна в этом доме гаснут только поздно вечером, после отбоя в 9 часов. Здесь живут девчонки и мальчишки, которые волею судьбы оказались временно оторваны от своих семей. В настоящий момент в социальном приюте для детей и подростков доверия города Сибай проживает 21 ребенок. Это дети в большинстве своем дошкольного возраста, нуждающиеся в предоставлении временного приюта, социальной реабилитации и дальнейшем жизнеустройстве. Каждый ребенок, который к нам поступает, он индивидуален. У него своя судьба, своя особенность, своя проблема, с которой он к нам поступил. Мы, конечно, в полной мере стараемся оказать ему помощь, решить эту проблему. Дети бывают разные, и ситуации бывают разные. Сотрудники приюта делают все, чтобы их воспитанники не чувствовали себя брошенными и ненужными в этом мире. Здесь для детей организуются уроки по школьной программе, творческие занятия и праздничные мероприятия. Педагоги и психологи постоянно оказывают профессиональную поддержку. У нас есть и музыкальный руководитель, и физкультурный работник, и инструктор по трудовому обучению, и 2 социальных педагога, педагог-психолог, социально-правовая служба в полном комплекте, 2 медицинские сестры. Досуг ребята организуют каждый в соответствии со своими интересами. В выбранных увлечениях мальчишки и девчонки нередко достигают серьезных успехов. Грамоты и дипломы, представленные на стенде, составляют особый предмет гордости для всего профессионального коллектива. Вот, например, смотрите, Сулейманов Эмиль у нас недавно приезжал к нам в гости международный гроссмейстер, чемпион мира по шашкам Шайбаков Айнур. И вот Сулейманов Эмиль играл вместе с Айнуром, и вот получил такую грамоту от него. Очень много участвуют дети в различных конкурсах. Вот, ко Дню защитника Отечества вместе с футбольной командой мы проводили веселые старты. И тоже вот ребята, победители, получили грамоты нашего учреждения. Социальный приют для детей и подростков доверия недавно отпраздновал свой юбилей. 15 лет прошло с тех пор, как порог учреждения приступили первые дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. С тех пор сотни мальчишек и девчонок, выпускников приюта, неизменно благодарят и вспоминают своих педагогов добрыми словами.
За прошедшие года успело смениться несколько директоров. На долю коллектива выпадало множество испытаний. Однако почти все удавалось преодолевать. Среди насущных проблем сегодняшнего дня – удручающее состояние мягкого инвентаря. Матрасы на детских кроватках сильно износились и требуют замены. Хочется верить, что вскоре приюту будет оказана необходимая поддержка и в этом вопросе, а юные воспитанники смогут вернуться в родные семьи. Ирина Михайловна, ну мы посмотрели сюжет, и вот первый вопрос, который хочется задать после просмотра, да, детишек действительно много, и очень много дошколят. Можно ли над этими детьми брать опеку или их усыновлять? Социальный приют в Сибае создан был в 2001 году. Рассчитан на 30 мест. Дети попадают туда не сироты, а дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Практически у всех у них есть родители или один из родителей, с которым проводится профилактическая работа. 30 мест, значит, поделены как бы пополам. У нас Баймакский район поставляет своих детей к нам и город Сибай. Мы со своими детьми работаем в плане воспитания родителей, контроля за ними. Работники приюта занимаются устройством в школу, состоянием здоровья и воспитанием детей. Это вот у нас по приюту. Опеку оформлять можно только над детьми, у которых есть статус сироты. То есть ребенок находился в приюте, с его родителями проводилась профилактическая работа. Если никакого результата не было дано, значит, уже дело передается в суд, и суд рассматривает вопрос об ограничении в родительских правах или о лишении родительских прав. В данном случае, когда решение вступает в законную силу, тут уже подключается орган опеки, мы устраиваем ребенка в семью. Если не получается, тогда в госучреждение. А устройство в семью, вот те, кто захочет усыновить это или взять опеку, долго ли приходится собирать документы, сколько времени должно пройти, прежде чем ребенок в семью попадает? Ну, порядок утвержден постановлением правительства Российской Федерации, 423-м постановлением. Перечень документов тоже утвержден этим же постановлением. Собирать документы, в общем-то, не проблемно. Единственное, что каждый из них имеет свой срок подготовки. Допустим, справка отдела МВД полиции, она готовится определенное время, более, допустим, 30 дней. Ну, в среднем сколько месяцев тогда? Ну, не месяцев, это можно в течение 1 месяца все это подготовить. То есть, как заниматься, как готовить эти документы. Медицинское заключение тоже одним днем у нас не сделаешь, потому что углубленное обследование проходит кандидаты в опекуны или в усыновители. Когда они собирают весь пакет документов, уже сдают к нам, мы их ставим на учет в качестве кандидатов в усыновители, кандидатами в приемные родители и опекуны. Проводим обучение. У нас работает клуб замещающих родителей, и там проводится на базе Сибайского педагогического колледжа, проводят курсы с кандидатами в усыновители, в приемные родители. И только после прохождения данных курсов, при получении свидетельства о том, что они прошли данные курсы, данный гражданин или данные супруги имеют право получить разрешение на чтобы принять ребенка в семью или усыновить. Они также имеют право обращаться в другой город, в орган опеки другого города, в другой регион, то есть позволяет закон не только у нас по Сибаю или где-то в Баймаке, позволяет закон и в любых регионах уже заниматься этим делом. Ну, вы сказали, что человек ставится, там, семья ставится в кандидаты, да? А очередь вообще большая по Сибаю или как? Как таковой мы очереди не ведем. У нас есть регистрационный учет. То есть принимаются документы, мы записываем, регистрируем и с данной семьей находим, как говорится, контакт. Появляется ребенок, мы не в порядке очередности обеспечиваем, мы для ребенка подбираем семью. Когда разговариваем с кандидатами, допустим, в опекуны или в приемные родители, усыновители, мы всегда спрашиваем, какого пола ребенка желательно. То есть кто-то высказывает желание любого, без разницы. Кому-то нужно именно девочку, потому что там, может быть, мальчик в семье есть. Вот. Национальность имеет большое значение в данном случае. Мусульманские семьи стараются брать ребенка мусульманской национальности. Поэтому эти вопросы мы всегда учитываем, вот эти нюансы. И при рождении ребенка, допустим, отказного новорожденного, мы подбираем семью для него.
Конечно, в порядке поступления документов стараемся все это учитывать. Но самое главное, и что радует, то, что есть желающие семьи, да, Да. и все дети устроены в семье. Достаточно большое количество желающих. Ирина Михайловна, поступили вопросы от телезрителей. Контролируют ли органы опеки продажу квартир, после которых ребенок остается без прописки? Мы контролируем, вернее, на нас возложены обязанности по отчуждению жилья и любого другого имущества, которое в долевом участии или на праве полной собственности принадлежит несовершеннолетним детям. Если это жилье, в долевом участии родители представляют документы на отчуждаемое жилое помещение и также представляют сразу документы на приобретаемое жилое помещение. Все это у нас оформляется постановлением главы администрации и фиксируется сроком с указанием конкретного адреса, куда после отчуждения жилья должны перенести, как говорится, право собственности ребенка в другом жилом помещении. Ведется контроль. Еще один вопрос поступил, но я думаю, что в начале эфира, в принципе, ответ на него прозвучал. Почему не контролируются неблагополучные семьи и не проверяются семьи в съемных квартирах? Вот, как вы говорили, есть приезжие, да, их же всех за ними не уследишь. Сигналы должны поступать, Конечно. куда обращаться людям? К сожалению, у нас вот миграция населения такова, что мы не можем выявить сразу всех семей, которые приезжают. Да, они вселяются, они снимают жилье, но выявить их могут только в ближайшие те, кто с ним рядом проживает. Это или родственники, у кого они живут, или соседи. Если у вас есть такие сигналы, что вы считаете, что ребенок в данной семье оказался в сложной жизненной ситуации, ему угрожает жизни, здоровью, родители употребляют алкоголь, собираются в пьяной компании, ребенок часто плачет, немедленно сообщайте в органы опеки, в органы полиции, здравоохранения, в комиссию по делам несовершеннолетних, и, соответственно, сразу же эта семья будет проверяться, обследоваться. Ну вот вы говорили, что вы проводите работу с теми семьями, которые хотят усыновить или взять опеку над ребенком. После того, как произошло усыновление, да, после того, как ребенок определен в семью, вы продолжаете наблюдать или какое время вы наблюдаете за этой семьей? Постановлением правительства 423 правительства Российской Федерации утвержден порядок осуществления контроля за семьями. Значит, семьи опекунов, которые у нас принимают детей, мы проверяем один раз в квартал, первые 3 года. Как говорится, мы выявляем, как ребенок приживается в семье, какие проблемы есть, может быть психологического характера, может морального характера и так далее. Семьи усыновителей, которые принимают ребенка в семью, контролируются нами в основном со стороны здравоохранения. Если поступают какие-то сигналы, мы, соответственно, сразу же реагируем. А в основном один раз в год мы обязаны проверить данную семью, чтобы не нарушать своим присутствием, не разглашать тайну усыновления, как бы так. Поэтому со стороны, конечно, у нас город небольшой, город маленький. В общем-то, ситуация у нас под контролем бывает всегда. У нас уже время эфира подходит к концу, и хочется спросить вот по опекунам, семьям. Чаще всего ребенок все-таки приживается в семье или бывают случаи, когда отказываются и вновь возвращают в приют? Маленькие дети в семье приживаются, конечно, быстрее. Ребенок младшего возраста, он подчиняется, им можно руководить, управлять, то есть взаимоотношения в семье нормальные. Достигая возраста переходного, 15-16 лет, начинаются проблемы в семье. И не всегда наши бабушки и дедушки, приемные родители или опекуны, справляются с этими проблемами. У нас 2015 год с января месяца начался с того, что в 5 семьях отказались от детей, уже достигших возраста 15-16 лет. Ну, к сожалению, время эфира подошло к концу. Мы вынуждены попрощаться с вами, дорогие телезрители. Но я думаю, что к этим вопросам мы так или иначе будем возвращаться в нашем эфире. Ирина Михайловна, хочется пожелать, чтобы у вас было как можно меньше работы, чтобы все дети жили в благополучных семьях, и чтобы даже самые нерадивые родители наконец-то поняли, что мы живем в наших детях, чтобы все дети росли в здоровой, крепкой, полноценной семье. Спасибо вам за беседу. С вами мы прощаемся до следующего четверга. Всего доброго и увидимся.